Среди дагестанских ученых 19-20 веков, писавших на персидском языке, яркостью таланта и многогранностью своей личности выделяется Хасан аль-Кадари. О широком диапазоне научных интересов аль-Кадари говорят его сочинения, среди которых наибольший интерес для изучения его персоязычного творчества представляет Диван аль-Мамнун. Это историко-биографическая и поэтическая хроника, в которой проза перемежается с поэзией. В этом сборнике содержится материал не только на арабском языке, но и на персидском и тюркском языках. Аль-Кадари прекрасно владел этими восточными языками. Исходя из предисловия к Дивану аль-Мамнун, Аль-Кадари в течение 15 лет изучал у дагестанских ученых весь комплекс научных дисциплин, богословских и светских. В это же время он изучил тюркский и персидский язык у своего однокурсника Абдуллы Афанди аль-Агдаши аль-Карахани, в последующем ученого, шейха, поэта, автора стихов на персидском и тюркском языках. Хасан аль-Кадари отмечает, что Абдулла Афанди не владеет арабским языком. Письма Абдулла Афанди посылала ему, я цитирую, не на арабском языке, и по этой причине в сборник Диван аль-Мамнун они не включены. Как пишет Аль-Кадари, эти письма вошли в другой сборник, в котором имеются стихи самого Аль-Кадари на персидском языке. Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение о том, что Хасан аль-Кадари является автором неизвестного нам поэтического сборника, куда вошли его стихи на персидском и тюркском языках. В Диван аль-Мамнун имеются 3 поэмы на арабском, адресованные Абдулле Афанди аль-Агдаши. В поэтическом сборнике Аль-Кадари собраны стихи, отклики на те или иные события, происходившие в его жизни. Стихов на персидском 9. Они различны по объему, жанровой принадлежности и поэтическому размеру. Среди них 1 касида, 5 газелей и 3 рубаи. Каковы были мотивы написания и кому они посвящены? Как известно, Хасан аль-Кадари был обвинен в участии в восстании 1977 года и выслан с семьей в Тамбовскую губернию, в город Спасск. Он провел в ссылке 6 лет. Страдания и горечь разлуки с родиной выражены во многих его стихах. Приведу перевод нескольких первых строк стихов, созданных Хасаном аль-Кадари в тюрьме Царицына, где ссыльные провели 2 недели перед дальнейшим их этапированием в Тамбовскую губернию. В любую сторону посмотри, время дикое, зло заполонило все кругом, подобно Оману. Каким образом уважаемый человек стал презренным, а подлый благородным? Каким образом соловей нем, а ворона певчая птица? Газель написана в жанре зухтия, стихи проникнуты пессимистическими настроениями авторов, вызванными разлукой с родиной и ностальгией по ней. Автор говорит о превратности судьбы, диком времени, принесшем с собой зло, которое заполонило все вокруг, подобно Оманскому заливу. Для описания дикого времени, когда зло превалирует над добром, вершит судьбы людей по законам зла и несправедливости, умело обыграны контрастные понятия. Контрастное противопоставление понятию, образов или состояний широко распространенный прием в средневековой восточной поэзии. Следующая поэма Аль-Кадари также написана, будучи в ссылке в Спасске. Стихи в жанре зухтия. Он пишет, цитирую: «Пришло письмо, написанное восхитительным почерком от дорогого мне брата, талантливого, сочетающего в себе разнообразные дарования, которого зовут Лев Божий, Шериф Худалван». Это эпитет халифа Али. Письмо, которое меня, дервиша с обожженным сердцем, привело в печаль, буквально загнало в угол дома печали. Дом печали, Бейтуль-Хюзн, дом пророка Якуба, который после исчезновения Юсуфа стал известен как дом печали. В поэзии часто используется для описания сердца полного грусти. Эта поэма посвящена дагестанскому ученому Мирзе Газанфару аль-Мамрачи, находившемуся в ссылке в Иркутске. Тамризаевич о нем рассказывал. Хасан аль-Кадари пишет: 12 Рабиуль-Ауаль 1298 года по хиджре, то есть 3 февраля 1880 года, я отправил эту касиду с ответами на 25 вопросов по фикху в Иркутск ученому Мирзе Газанфару аль-Мамрачи, так как он находится вдали от книг и научной среды. В стихах выражены те же настроения, что и предыдущие: страдания, грусть, тоска по родине и родным. Эти чувства переданы в следующем сравнении: пленник с клеймом в груди, дервиш с обожженным сердцем, загнан в угол дома печали, страдающий соловей. Поэтический язык Аль-Кадари отличается богатством лексики и образной системы. Он сравнивает письмо, полученное от Газанфара, с лугом, на котором цветут тюльпаны разных цветов, с жемчужным ожерельем, в котором много редкой красоты, уникальных жемчужин.
Хасан Аль-Кадари мастерски использует богатство персидского поэтического языка. В одном бейте поэмы слово «жемчуг» передано в 4 вариантах: «Дор», «Гаугар», «Лё», «Фариде». Диван аль-Мамнун ценен и тем, что в нем даны сведения о дагестанских ученых, в частности дербентских ученых, писавших труды на арабском и персидском языках. В дагестанских библиографических справочниках мы часто встречаем имя ученого Хаджи Фейзулла Ахунда ад-Дарбанди. О нем и его ученике, с которыми Аль-Кадари встречался в Дербенте на шиитской церемонии Та'зие, говорится в Диван аль-Мамнун. Их объединяли тесные дружеские и творческие связи. Файзулла Ахунд встречался с Хасаном Аль-Кадари в Дербенте перед отправкой его в ссылку в Тамбовскую область. Он предлагал ему свою помощь. Много доброго сказано в адрес Файзуллы Ахунда в Диван аль-Мамнун. В этом сочинении среди стихов посвящения 7 бейтов, адресованных ученику Хаджи Файзуллы Ахунда, которого звали так же, как и учителя. А эти бейты написаны им в ответ на касыду Файзуллы Афанди, в которой воспевается поэма Аль-Кадари ан-Нуния. Хасан Аль-Кадари писал стихи философского, дидактического содержания. Так, в одной из своих газелей автор обращается к читателю со словами: «О, дорогой, не трать время в суете и старых заблуждениях. Будьте в числе праведных, сказал Господь, на этом основан истинный шариат». Здесь приведен аят из суры Ат-Тауба. В Диван аль-Мамнун содержится несколько двустиший на персидском языке, написанные Аль-Кадари в 1902 году, когда ему исполнилось 70 лет. Как отмечает автор, он сожалеет по утраченным годам и, цитирую, «попусту проведенному времени о том, что не оставил после себя благих деяний». Свое первое произведение, написанное на персидском языке, Хасан Аль-Кадари посвятил иранскому поэту Саиду Миртаги Кашани, знак восхищения его поэзией. Сохранилось одно из писем на персидском языке, адресованное иранскому поэту. Письмо и кассета находятся в 14-м фонде рукописного фонда Института истории, археологии и этнографии. В нем говорится, что Аль-Кадари от своего двоюродного брата Мухаммеда Афанди, депутата Дагестанского народного суда, получил сборник стихов Саида Миртаги Кашани под названием «Диваны Андалиб». Андалиб означает «соловей», возможно, это псевдоним иранского поэта, жившего Тимирхан Шуре во второй половине 19-го, начале 20 века. По жанру это мат, хвалебная ода, написанная пышным высоким слогом. Первый бейт звучит так: «Авози дел фариби аз андалиби бустан, аумад бегу шамбона хай альбон». Очаровательный голос соловья из сада сегодня донесся до моих ушей трелями радужными. В заключение приводятся цели и желания самого автора, при этом принижаются собственные достоинства. Я цитирую: «Я сказал, ради веры, которую люблю всей душой, желаю вместе с ищущими высшую истину следовать ученым мужам, обладающим познаниями, хотя я относительно имеющихся познаний подобен голой иве». В плане стилистики касыда Аль-Кадари соответствует классическим канонам персидской поэзии. Стихи очень мелодичные, красивые, легкие, являются ярким образцом поэтического мастерства. В построении касыды и газели Аль-Кадари следует канонам персидского стихосложения. Завершу свое выступление словами Кажи Гамзатовича Гамзатова. Богатая, разнообразная по своей тематической характеристике персоязычная литература Ирана не просто проникала в Дагестан, но и глубоко усваивалась местными слоями, стимулируя создание оригинальной литературы на фарси, что представляет собой местную ираноязычную литературу как неотъемлемую часть национального художественного наследия дагестанцев, одновременно их вклад в общеиранскую культуру. Уважаемые участники конференции, сегодня мы собрались на торжестве одного из самых выдающихся поэтов, просветителей и ученых Дагестана, которые творили на арабском, персидском и тюркском языках. И они созданы на высоком поэтическом уровне. Творческие люди знают, как трудно сочинять даже на 2 языках, тем более на 3 языках. Только очень одаренные и гениальные люди могли создавать свои произведения на 3 языках и на таком высоком художественном уровне. Диван Хасана Аль-Кадари, который был составлен из стихов, написанных на арабском языке, был издан в Тимирхан-Шуре уже после смерти автора в 1913 году. Хотя и дошли до нас отдельные стихотворения Хасана Аль-Кадари и на персидском, и на тюркском языках, однако диваны, написанные на этих языках, нам неизвестны.
Но, видимо, у него были сборники стихов и на тюркском, и на персидском языках. Эту мысль подтверждает и кандидат филологических наук, покойный Мухаммед Халиф Садыки. Мысли о наличии у Гасана аль-Кадари дивана на тюркском языке подтверждают и материалы, найденные нами в институте рукописи Академии наук Азербайджанской Республики. Там хранится сборник стихов Гасана аль-Кадари на тюркском языке, который состоит из 20 страниц, переписанных Абдул-Керимом Имамзаде. Кроме этого, отдельные стихи Гасана аль-Кадари на тюркском языке можно встретить в разных рукописных книгах, а также в личных архивах современников Гасана аль-Кадари из Азербайджана и хранимые в этом институте. В сборник, переписанный Абдул-Керимом Имамзаде и сохраняемый в институте рукописи Академии наук Азербайджанской Республики, включены стихи из тюркского дивана Гасана аль-Кадари. Но переписчик выбрал те, которые ему понравились, и, видимо, не все из них он успел переписать. Об этом свидетельствует и то, что последнее стихотворение из сборника полностью не переписано. Сборник начинается со стихотворения, посвященного Аллаху. Это главная особенность восточных диванов, начинаться с восхваления Аллаха и пророку. Форма составления сборника очень напоминает форму дивана автора на арабском языке. Этот факт тоже подтверждает, что у Гасана аль-Кадари был сборник стихов и на тюркском языке. Гасан аль-Кадари стихи начал писать с юношеских лет. Видимо, большую роль в формировании его отношений к поэзии сыграл отец Гаджи Абдулла Эфенди. Гаджи Абдулла был знатоком восточных языков, являлся ученым, хорошо изучившим ряд наук своей эпохи. Был участником литературного кружка Гюлистан. В последующие годы, когда Гасан аль-Кадари учился в медресе Исмаила Яраги, в селении Верхний Ярак, он серьезно увлекся поэзией. Как указывают некоторые исследователи, здесь он писал и любовную лирику. В формировании мировоззрения Гасана аль-Кадари, а также в его более одухотворенном занятии поэзией, большую роль сыграл и медресе Мирза Али Ахтинского. Мирза Али являлся большим ученым в свое время. Он был и поэтом, пишущим на арабском, персидском и тюркском языках. В 1875 году в Баку начала издаваться газета «Экинчи Фахар» на тюркском языке. Издателем и редактором этой газеты был просветитель-демократ Гасанбек Сатаби. Он поддерживал тесную связь с Дагестаном и давно знал этот край. Газета «Экинчи» поставила перед собой цель просвещать народ, распространять прогрессивные идеи, вести борьбу с пережитками прошлого. Позиция этой газеты нравилась Гасану аль-Кадари, потому что он и сам мыслил именно так, как ее издатель. В стихотворении, написанном на тюркском языке, он поздравлял Экинчи. Стихотворение было опубликовано в 4-м номере этой газеты. Кроме этого стихотворения, в газете Экинчи опубликовано еще 7 статей Гасана аль-Кадари. В ноябре 1877 года Гасана аль-Кадари арестовали за недоведение до властей о готовившемся в Дагестане восстании и посадили в Дербенскую тюрьму. С этого времени начинается второй период его творчества. Он начинается со стихотворением на тюркском языке с рефреном «Гляди». Это стихотворение имеет особое значение, потому что раскрывает мировоззрение автора. Поэт в этом стихотворении проявляет свои симпатии к русскому народу, к русской культуре. Зачинщиком восстания он считал воров и неправильных людей. Гасан аль-Кадари эти мысли продолжает и в другом стихотворении, написанном в Дербенской тюрьме, еще в Дербенской тюрьме. До сих пор некоторые исследователи, пишущие о творчестве Гасана аль-Кадари, отмечали, что он был на стороне восставших, даже сам участвовал в этом движении. Но прослеживая тюркоязычное наследие поэта, можно понять, что он с самого начала был против восстания. Творчество всегда свидетельствует о мыслях и взглядах поэта. В произведениях Гасана аль-Кадари, сосланного в город Спасский Тамбовской губернии, после 7-месячного заточения в Дербенской крепости, проглядываются пессимистические мотивы, жалобы на жизнь, судьбу, на одиночество. Поэт-гуманист скорбит не только о своей судьбе, он оплакивает всех осужденных. Вернувшись из ссылки в 1883 году, поэт стал упорно заниматься художественным и научным творчеством. С этого времени начинается третий период его творчества. Произведения последнего периода поэта ценны еще и тем, что они выражают позицию мировоззрения поэта данного периода творчества, а также передают некоторые события его жизни. В одном из таких стихотворений, написанных на тюркском языке, автор отмечает: «Где дагестанцев открылись двери к просвещению, и открылось поприще для честного мирного труда.
Гасан Аль-Кадари считает, что только дагестанские народы не пользуются открывшимися возможностями, что они находятся во сне невежества. Среди них очень мало людей, понимающих свою эпоху, разбирающихся в делах мирских. Эти люди стараются давать своим детям образование, но несколькими розами степь в цветущий сад не превратить. О будущем должны думать и беспокоиться все. Именно к такому выводу приходит автор. В стихотворении выражены просветительские идеи поэта. Среди произведений последнего периода Гасан Аль-Кадари особое место занимает стихотворение, написанное на тюркском языке «Жизненный путь». Это стихотворение ценно и как художественное произведение, и как документ, раскрывающий некоторые факты, относящиеся к жизни самого автора. «Жизненный путь» по жанру Мухаммас. Это поэтическое произведение. Гасан Аль-Кадари можно назвать маленькую поэму, биографию. Автор сумел в ней рассказать о своей жизни, а именно, что он сделал, что оставил своим потомкам. Самое большое его дело то, что он открыл медресе и стал обучать алкадарских детей не только религии, но и основам светских наук, о языке, литературе, физике, географии, истории и так далее. Но жизнь человека ограничена временными рамками, его пребывание на земле временное. Время это быстро проходит, и то, что поэт видел в своей жизни, он назвал сном. В этом стихотворении автор излагает все события своей 70-летней жизни. Вообще третьему периоду творчества Гасана Аль-Кадари присуща глубокая философская мудрость. Жизненные выводы поэта и в наши дни не потеряли свое значение. Из вышеизложенных фактов можно сделать вывод, что поэтическое творчество Гасана Аль-Кадари можно разделить на три части: арабоязычное, тюркоязычное и ираноязычное. По нашему убеждению, достаточно полную и окончательную оценку его поэтическому творчеству можно дать только после тщательного исследования каждой из этих трех частей в отдельности. Ну, я сокращу свой доклад. Вообще, первоначально я хотел осветиться на полемике, которая была в Дагестане в конце имперского, в начале советского периода. Это 1913-1928 годы. И вкратце на истории джадидизма в Дагестане. Но изучая эту тему, мне пришлось обратиться в первую очередь, изучая источники, изучая исследования, мне пришлось обратиться к творчеству Гасана Аль-Кадари, которого некоторые исследователи называют отцом дагестанского джадидизма, и посмотреть не столько и не только, что люди пишут о нем, сколько определиться с тем, что сам он писал в своих фетвах и какова была его самоидентичность, исходя из этих фетв. Ну, как известно, Мирзаевич тоже говорил, основные его фетвы собраны в книге «Джараб аль-Мамнун», и я обратился к этой книге, прочел эту книгу и выделил наиболее такие характерные фетвы его, которые показывают его, как европейцы говорят, его бэкграунд, то есть на что он опирался, на какие источники он опирался и какова была его такая религиозная идентичность. Был ли он джадидом или же он продолжал традиции традиционной дагестанской школы фикха. Вкратце расскажу совсем кратко о джадидизме. Дагестанская форма джадидизма, она имеет свою специфику и отличается от той формы, которая была, скажем, в Поволжье, в Средней Азии или даже в Закавказье. Дагестанские джадиды в вопросах реформы мусульманского общества, они разделились на две группы. Первая группа, они считали, что достаточно реформировать только систему мусульманского образования, вводя туда, естественно, научные дисциплины. А вторая группа считала, что нужно пойти дальше, и помимо реформы системы мусульманского образования, необходимо также реформировать систему мусульманского права. То есть отказаться от существующих правовых школ. В частности, в Дагестане была шафиитская и продолжается шафиитская правовая школа. Так вот, вторая группа джадидов, они предлагали отказаться от шафиитской правовой системы и вернуться к основам ислама, Корану и хадисам, Корану и Сунне, и дальше выносить новые решения в соответствии с современными реалиями. И в свете эта дискуссия очень широко освещена в письменных арабоязычных источниках, и мне, как я уже сказал, пришлось обратиться к творчеству Гасана Аль-Кадари и посмотреть, что он сам писал, как он преподносил эти вопросы, как рассматривал эти вопросы и на кого он ссылался. Ссылался ли он на традиционную дагестанскую школу богословия, или же он был сторонником все-таки
сторонником тех идей, которые выдвинули джадиды, то есть вернуться к Корану и Сунне, игнорируя всю вот эту богословскую правовую традицию, которая была в Дагестане. И вот вкратце я многое пропущу, потому что тут с регламентом тоже предупредили. Наиболее характерные такие фетвы. То есть ему задают вопрос, можно ли шафиитам следовать за ханафитами при совершении коллективной молитвы? И наоборот, ханафитами за шафиитами. Далее, как быть с молитвой кунут? Кунут – это молитва, которая, вернее, часть мольбы, которая совершается при утренней молитве шафиитами. Ханафиты ее не практикуют. Так вот, как быть, если ханафит совершает утреннюю молитву, а шафиит, в частности дагестанец, следует за ханафитом, можно ли ему вообще следовать, если ханафит не совершает эту молитву? И далее, как быть в том случае, если шафиит, имамом мечети является ханафит, а у него может быть испорчено омовение. То есть там здесь следует пояснить, что в шафиитском масхабе, то есть в шафиитской правовой школе в Дагестане, если мужчина коснется постороннюю женщину, имеется в виду женщина, которой ему можно жениться, то у него портится ритуальное омовение, он должен заново совершить омовение. У ханафитов не портится. И если имам ханафит, и если он коснулся свою жену, но за ним следует в молитве шафиит, с точки зрения шафиита у него омовение испорчено. А как быть в таком случае? Можно ли совершать или нельзя? На этот вопрос Хасан аль-Кадари отвечает, что доподлинно допытываться о состоянии ритуальной чистоты имама или того, кто совершает за ним коллективную молитву, не нужно. Кроме того, аль-Кадари пишет, что если имам является ханафитом и не читает молитву кунут, то есть ханафиты не читает, то и в этом случае нет никаких нарушений, так как это чтение этой молитвы с точки зрения шафиита является сунной, то есть желательной составной частью молитвы, но не обязательной. Следующая фетва, тоже интересная такая, это если муж дал трехкратный развод жене, и затем раскаялся и захотел повторно вернуть свою жену, то разрешено ли это без того, чтобы она вышла замуж за другого? Как известно, во всех 4 правовых школах эта система трехкратной процедуры развода, она считается действительной, если муж произнес 3 формулы развода, 3 талака за раз. Более поздние джадиды, как и более ранние салафиты, последователи Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба, они считали, что трехкратное произнесение формулы развода, они за единый промежуток времени, они считали за 1 развод. То есть считали, что в запасе у мужа есть еще 2 развода. И вот в этом вопросе, это очень характерный вопрос, это по этому вопросу, по ответу, вернее, на этот вопрос можно определить, к какой школе принадлежит. Это принадлежит к школе салафитов, принадлежит к школе джадидов, у него взгляды были одинаковые, или же это традиционные богословские, шафиитские, ханафитские или маликитские школы. Так вот, Хасан аль-Кадари пишет о том, что нет, не разрешается. Если муж 3 раза произнес форму талак, то жена становится для него запретной, она должна выйти замуж за другого, потом развестись, и только в таком случае он имеет право повторно воссоединиться со своей женой. То есть интересно, что в своих суждениях Хасан аль-Кадари опирается на шафиитские правовые сочинения, но не выносит свое собственное суждение на основе Корана и Сунны, что было характерно для более поздних джадидов, в том числе дагестанских джадидов. Следующий вопрос очень интересный. Это можно ли слушать Коран по граммофону? То есть в это время, в этот период, видно, появились граммофоны, кто-то слушал Коран по граммофону и задали ему такой вопрос. Он отвечает, что, как сказали наши имамы и ученые, в том числе ссылается он на шафиитскую, традиционную дагестанскую богословскую школу, не разрешается развлекаться при чтении Корана или петь словами текста Корана, или же искажать слова. И тот, кто совершает такое, то такого человека можно считать заблудшим. И что касается граммофона, то лучше всего ограничиться прослушивание слов Корана через граммофон, поскольку граммофон, он нечетко выдает эти звуки Корана.
И еще один вопрос, который был очень... Это даже не один раз, несколько раз ему задавали этот вопрос, эти вопросы, видно, это было очень актуально на тот момент. Это вопрос, можно ли, в частности, Абдулла Афанди и Тахир Афанди, которые находились в Баку, задали вопрос Хасану Ал-Кадари, можно ли жениться на женщине из людей Писания, то есть на христианке. Ал-Кадари пишет, что согласно шафиитскому и ханафитскому мазхабам, мусульманам запрещено жениться на женщинах, если они не относятся к людям Писания и поклоняются идолам. То есть разрешено жениться на женщинах людей Писания, однако это нежелательно в том случае, если имеет место вражда с христианами. И далее он рассматривает это непосредственно на примере Российской империи. Он пишет, что известно, что все русские раньше поклонялись идолам. Затем их правитель Владимир взял в жены дочь правителя христианского Константинополя и сам принял христианство. Это стало поводом для смены религии его последователей, которые раньше поклонялись идолам. А после принятия христианства Владимиром стали христианами. Это произошло в 980 году. Однако это случилось после того, как ислам распространился во всех областях. Весть об исламе достигла также и Владимира, однако он предпочел принять христианство. Поэтому, если придерживаться условий шафиитской правовой системы, мусульманам нельзя жениться на русских христианках, так как ислам дошел до них до того, как они приняли христианство. Однако он одновременно с этим он пишет, приводит еще другое мнение ученого шафиитского правоведа Асубуки, в его комментариях на сочинение Шаркави. Там он говорит о том, что вот в некоторых мазхабах, в некоторых правовых школах все-таки допускается это. То есть эти вопросы, они возникали не просто так. Хасану Ал-Кадари часто задавали вопросы, которые были связаны с взаимоотношениями с немусульманским населением, как то можно ли жениться, например, на христианках, есть мясо, забитое христианами, или же работать на христиан за соответствующую плату. Вероятно, это было связано с какими-то экономическими, социальными трансформациями в дагестанском обществе и после присоединения его к России, когда численность русскоязычного населения в Дагестане резко увеличилась. И местным мусульманам надо было выстраивать как-то экономические, социальные, культурные отношения с русскоязычным населением. И, как видно из ответов Ал-Кадари, это были не какие-то абстрактные вопросы, а то, с чем столкнулись и сталкивались мусульмане Дагестана в своей повседневной жизни. То есть в ходе первых, более широких контактов с немусульманским населением богословы пытались решить текущие насущные проблемы, выискивая ответы в сочинениях средневековых авторов, приводя аналогии с существующими реалиями, в том числе опираясь на сочинения, на те правовые сочинения, которые были традиционно распространены в Дагестане. В то же время дальнейшее развитие экономических и социальных отношений в Дагестане показали, что не всегда эти ответы можно было найти в трудах ближневосточных авторов. И именно потребность в решении насущных вопросов при новом окружении, с более широким развитием новых экономических, культурных, политических отношений, это все привело к тому, что часть мусульманской элиты с более широкими взглядами, с более широкой эрудицией, которые много путешествовали в разных мусульманских странах, видели особенности культурной, социальной жизни разных стран, они пытались адаптировать ислам в условиях новых общественных отношений. И ввиду того, что, по мнению некоторых уже более поздних последователей Хасана Ал-Кадари, то есть не его современников, а тех ученых, которые писали уже в ранний советский период, они считали, что шафиитская правовая система, она уже не может отвечать всем вот этим вызовам современности, и поэтому призывали к иштихаду, то есть к возврату к Корану и Сунне и интерпретации с точки зрения, и к новой интерпретации Корана и Сунны. И в конце, в общем, можно сказать, что деятельность Хасана Эфенди Ал-Кадари и его ссылки, то есть в его фетвах, в своих фетвах он ссылается исключительно на сочинения шафиитских и реже ханафитских богословов. И причем
Даже в том случае, когда он находился в ссылке и получал эти фетвы, он писал о том, что у меня круг этих книг ограничен, я могу выдавать фетвы только по тем книгам, которые мне удалось забрать с собой в Сибирь. Однако уже после его возвращения из ссылки в Алкадар он имел уже более широкую библиотеку. Вот тут Наталья Андреевна написала, что его библиотека насчитывала 317 наименований. Но даже в том случае он показывает себя как сторонник таклида, то есть как сторонник шафиитской правовой системы. Все ссылки его только исключительно на шафиитскую или ханафитскую правовую систему. Это позволило нам сделать вывод, то есть определить, что Хасан Аль-Кадари не имел никакого отношения к джадидизму, в том плане, в каком его воспринимали дагестанские ученые в начале 20 века. Другой вопрос – это вопрос тех естественных наук, которые вводил Хасан Аль-Кадари в своем медресе. Однако, если рассматривать этот вопрос более широко, то есть обращаясь к истории Дагестана, истории образования в Дагестане 18 века, вообще к истории мусульманского образования периода раннего ислама, то эти науки, они развивались еще в период раннего халифата. И математику развивали, и географию, и медицину. И даже та полемика, которая была между реформаторами, египетскими реформаторами, между интеллектуалами Поволжья и Средней Азии, они все апеллировали, в том числе известный Исмаил Гаспринский, они все писали о том, что мы, мусульмане, в свое время развивали эти естественные науки, и мы были впереди всего мира. Потом в какой-то определенный момент мы забросили эти науки, а вот эти нехорошие христиане, которые пришли к нам во времена крестовых походов, у нас в ходе вот этих крестовых походов они заимствовали все наши передовые достижения нашей науки и начали развивать дальше. И теперь нам, мусульманам, для того, чтобы на равных конкурировать с Западом, а в дискуссии этих реформаторов часто появлялась такая дихотомия Запад-Восток. Так вот, они писали, что нам надо вернуться к периоду раннего ислама, когда мы изучали и развивали эти естественные науки. И вот в этом контексте, конечно же, Хасан Аль-Кадари ввел эти естественные науки, но однако он не совершил что-то новое. То есть его заслуга заключается в том, что он попытался, и в некоторой степени даже ему удалось восстановить эти лучшие дагестанские медресе образца 18 века. Хасан Эфенди особое явление в истории. Масштабы творческой деятельности, которые далеко распространяются за пределы дагестанского пространства. Тонко разбираясь в социальных судьбах народов, в их взаимоотношениях на протяжении веков, в том числе и в языковых, Хасан Эфенди абсолютно обоснованно приходит к мысли об общности всех дагестанских народов. Говоря современным языком, Хасан Аль-Кадари поистине был патриотом Дагестана, искренним интернационалистом. Хасан Эфенди, хотя и вырос и учился в среде, где в большей степени придерживался накшбандийского тариката, он сумел прийти к самостоятельным, несколько иным суждениям и воззрениям. Вся его жизнь, творческая деятельность и размышления свидетельствуют о том, что любое религиозное течение, если оно связано с насилием, жертвами и людским горем, им не воспринимается. Хотя из-за большого почтения памяти своего знаменитого деда, Муршида Дагестана, он это критически не демонстрирует. Вот этот постулат миролюбия, религиозной просвещенности, отвергающий догму, компромиссов в суждениях и действиях, декларированных в творчестве Хасана Аль-Кадари, более чем актуален для сегодняшнего Дагестана. Философия собственной скромности, этикета и внутренней культуры не позволяет ему широко представить читателю своих близких и дальних родственников, крупных алимов-богословов, которых заслуженно мог бы охарактеризовать, он упоминает лишь вскользь. Между тем он долгом своим считает очень тепло и поименно назвать своих современников, представителей всех народов Дагестана, высоко оценивая их ученость и благие дела во имя людей. Атмосфера взаимопочитания, поиска взаимосогласия,
среди просвещенных дагестанцев постоянно прослеживается в творчестве Гасана Эфенди. Это то, что, к сожалению, не хватает нашему дагестанскому обществу вообще и политическому истеблишменту в частности. Я очень далек от мысли, что смогу в какой-то степени анализировать наследие Гасана Аль-Кадари, но абсолютно убежден, что современный, просвещенный, интеллигентный дагестанец должен иметь дома и не раз перечитывать Асари Дагестан, Гасан Эфенди Аль-Кадари и монографию его потомка «Единой крови» Гусейна Гусейнова, посвященной знаменитому прадеду. Это нужно для того, чтобы чувствовать себя полноценным человеком и гордиться славным дагестанцем, постараться сделать определенные исторические выводы. Безусловно, уникальный талант ученого-самородка Гасана Аль-Кадари многогранен. Трудно поискать, что не входил в интерес его изысканий. Будучи личностью романтической, очень продуктивно работал в сфере поэзии, который, к сожалению, не удосужил в должной мере внимания литературоведов и литературных критиков Дагестана. Поэзия Гасана Эфенди – это философия бытия, это собственные размышления и переживания, это трагическая история Дагестана в стихах. Традиционно к юбилейным датам поэту готовятся поэтические сборники, что не удалось осуществить по истечении 180 лет со дня рождения поэта. Полагаю, что соответствующие структуры исправить эту ошибку, хотя это и нелегкая задача. И мы насладимся поэзией Гасана Аль-Кадари в целостности и красивой упаковке. Соглашусь и с тем, что наследие Гасана Аль-Кадари пребывает еще в тени. Мы сегодня знакомимся лишь малой долей его творчества, благодаря энтузиазму одного-двух его близких родственников. Воздадим хвалу меценату Яралиеву, который построил великолепный храм-музей Гасана Аль-Кадари, где есть возможность систематически плодотворно изучать его наследие. На мой взгляд, теперь свое слово должно сказать профильное ведомство Дагестанского филиала Академии наук, определив для этого одного-двух штатных научных сотрудников. Надо подчеркнуть, что деятельность такого ученого, энциклопедиста, поэта-педагога, человека высокой морали и нравственности, каковым был Гасан Аль-Кадари, еще не получил должного признания дагестанской общественности. В 90-е годы прошлого века довольно активно муссировали идею о переименовании Дагестанского университета. Очень сдержанный в эмоциях и предложениях незабвенный Агаев Ахед Гаджимурадович тогда озвучил, что будет справедливо, если по этой части воздадим должное великому ученому Дагестана Гасану Аль-Кадари. Почему-то сразу все поутихло, все успокоилось. И жаль. Самое главное то, что Гасан Аль-Кадари оставил нам уроки. Уроки, протяженные во времени, со времени, в котором он жил, большую длинную эпоху, в которой он жил, творил, и до нашей эпохи, в которой мы сейчас живем, творим. И сегодня имеем такую возможность упомянуть его имя еще раз. Здесь Нариман Салманович очень интересно сказал о одном из уроков Гасана Аль-Кадари. Я сейчас слушал, это урок компромисса. Действительно, урок компромисса, уступок того, чего нам всегда не хватает. Об этом говорил и Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов, который в своей дипломной работе, когда он заканчивал философский факультет МГУ, дипломной работе, которая называется «Золотая середина творчества Гасана Аль-Кадари». Золотой середине посвятил все свое философское творчество Абдусалам Абдулкеримович. Я сегодня скажу вам, что Гасан Аль-Кадари, он смотрел далеко вперед. Вот он, что он говорил? Дагестанцы братья. Дагестанцы братья. Вот сейчас мы тоже говорим дагестанцы братья. Но тогда у него
в этом словосочетании стоял большой восклицательный знак. Я думаю, что этот восклицательный знак мы всегда должны оставлять в этом словосочетании. Это прекрасное словосочетание. Принцип достижения компромисса с инакомыслящими, не отвечая злом на зло, он переложил в плоскость между народами. У него золотая середина и в вопросах просвещения. Организовав светскую школу, он не разрушает медресе. Они функционируют рядом, как и все остальное в жизни. К умеренности призывает Гасан аль-Кадари, выступая за равноправие всех людей, независимо от их национального и социального происхождения. Второй урок, условно, я назвал вот так: достопочтимый Эфенди развернул свою сентенцию. Достоинство человека определяется не богатством, а умом и пользой, которую он приносит народу. Его второй урок нацелен в первую очередь на общественную, государственную роль человека, на его владетельное положение, на власть придержащих. Они влиятельные, богатые, но их достоинство определяется не материальным, а духовным богатством, уровнем духовного мира, с высоты которого он, человек при власти, и должен понять, что главный смысл жизни в том, какую ты приносишь практическую пользу обществу. И продолжая рассуждать на данную тему, ученый-моралист развивает ее. Человека возвышают добрые дела, совершаемые им во имя народа. То, что мы сейчас видим вот на этой стене, вот на этом баннере. Исходя из опыта своей достойной практики, Гасан аль-Кадари нравственно имел полное право выйти на свет с таким педагогически выверенным золотым правилом для власть придержащих, в котором общественные деятели должны быть просвещенными, умными, высоконравственными людьми, а правитель справедливым, мудрым, просвещенным, действующих в интересах всех своих подданных. Я думаю, что в словосочетании общественные деятели аль-Кадари, видимо, вкладывает упрощенный смысл работающего на государственной чиновничьей службе. И что особенно знаменательно, они должны быть не только просвещенными и умными, что, в общем-то, должно пониматься как само собой разумеющееся и бесспорное, но и высоконравственное. Как учитель жизни и моралист, Гасан Эфенди стремился откладывать в сознание представителей новой, не будем говорить высокопарно цивилизующейся эпохи, новые понятия, ценности, которые доселе обходили их. Исходя из такой переоценки ценностей, в числе первых адресатов новых идей можно назвать самого Гасана аль-Кадари, для которого категория справедливости, как здесь говорил наш дорогой Амир Заевич, как неотъемлемая составляющая нравственности была поднята в ранг святости. Я на этом заканчиваю, но единственное, что я хочу сказать, знаете, вот когда Гасан аль-Кадари вот говорит вот одно вот такое выражение, вот такую сентенцию. Садоводство и продажа фруктов являются одним из основных источников существования населения Южного Дагестана. Это он говорит в последней четверти XIX века. Но власти не создают необходимых условий для того, чтобы горцы могли бы вывозить фрукты на рынки России. Нас не покидает чувство присутствия духа нашего Эфенди в сегодняшних буднях. Нас еще не покидает еще одно чувство такое, что Гасан аль-Кадари писал для своих современников, но в большей степени он писал для нас, для наших современников, ибо его творчество, ибо его жизнь, и не только его жизнь, жизнь любого ученого, любого алима, кто действительно является алимом, она протяжена во времени, она протяжена в своей вечности, она не только для того времени, в котором он пишет для вечности, он пишет для будущего, для нас, для своих потомков. Будучи представителем исламского, мусульманского мира, он открывал эти взоры на мировую науку, на европейскую науку. Он призывал изучать науки. Это очень актуально сегодня. Я прочту
одно стихотворение на лезгинском языке. Кто не понимает, извините, но хотелось бы прочесть. Эпиграфом взяты слова Сулеймана Стальского, где он объявляет Алкадар – это родина науки. Хелбет ежи мулкуниздар, анзачидач авай кадар, генапистуш хиалпадар. Илим дин Тарсарская, это Сулейман Стальский говорит. Чи илим дин ктур дибах, ханавун Хасан Эфенди, векилфетар артух хуйсав, Suwaptur insan efendi, Abdullah efendi drugul, Mehmed yaragid khtul, Lezgiçilin edeb, akol, Qakan yebi insan efendi, Vun atuna aceb vesi, Allah cina takun hasi, Suwap kartin hu iyisi, Tuşni hub masan efendi, Ahlak niçal, rühtü devlet, Mert ruhari hüde helbet, Vatan niçal hüy millet, Jerit tuş ihsan efendi, Divanul mamnun ve ulub, Çedeb din hanak alub, Avur şumut ilim mağlub, ilim din aslan efendi, Çarlar, bul, Türk, Arap, Urus, Rahadavun, tiyiz, hulus, Urusah din reht on turus, Akun aksan efendi, Kaktaç ve iz, barkak valak, İz vaval halk dedamak, Artok zava ilmi bulak, Mar abile ihsan efendi. И наши земляки, проживающие за пределами Дагестана, в большом долгу перед этим выдающимся ученым, перед этим выдающимся просветителем. До сих пор не издано, нет академического издания сочинений Гасана Аль-Кадари. Более того, не можем, до сих пор, здесь признался об этом и наш известный востоковед Амризаевич, мы не можем собрать все его сочинения. И пока нет описания, пока нет систематического издания, академического издания, мы не можем говорить о том, что его наследие в наших руках. Это первая сторона. Задача перед учеными стоит очень серьезная, большая. Я думаю, здесь сегодня большой десант Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра. Ребята талантливые, молодые. Я думаю, в будущем все-таки эта задача, наверное, будет реализована совместно с земляками Гасана Аль-Кадари. И вторая задача, говоря о наследии, мы можем сказать, что наследие Гасана Аль-Кадари живет, его заветы выполняются. И выполняются не только его родственниками ближайшими, но и народом. Те заветы, те советы, те задачи, которые в свое время были поставлены Гасаном Аль-Кадари, они реализовываются. Вот посмотрите, какое стихотворение было написано им в начале века. Называется стихотворение. Стихотворение было, называется «Дошел черед». «Восславим Аллаха, дошел до России черед, дыхание правды познал впервые народ. Для нас, дагестанцев, открылась к познанию дверь. Мы можем трудиться, учиться, мы можем теперь». Далее он призывает дагестанцев: «Проснитесь, иные пришли времена». Но и пишет дальше: «Никак не очнутся они ото сна. Пускай обучаются грамоте горские дети, кругом оглядятся, подумают сами о многом». Прошли времена, и действительно многие выдающиеся наши ученые, они выходцы из этого района, много наследников, о которых здесь было сказано. Я бы хотел показать на примере нашего института, как выполняются заветы Гасана Аль-Кадари. Вот какие книги мы издаем. И хотел продемонстрировать несколько книг, изданных за последние годы. Пожалуйста, академическое издание грамматики, современный лезгинский язык. Диалекты и говоры самурского наречия лезгинского языка. Здесь книга, это то, что последние годы издано. Об Арбене Кардаши, наш сотрудник, написал. Чабинский диалект лезгинского языка. Новейшая лезгинская поэзия. Отраслевая лексика лезгинского языка. И русско-лезгинский терминологический словарь. Особо я хотел бы отметить вот эту книгу, подготовленную коллективом. Это академический словарь, русско-лезгинский академический словарь. И мне приятно то, что ответственным редактором этого словаря является Нариман Шамсудинович. Он же сотрудник нашего института. Давайте поприветствуем. Нариман Шамсудинович оказался одним из тех немногих сотрудников наших внештатных, которые добросовестно выполнили эту задачу. Сейчас им выполняется другая работа,
тоже академический словарь такого же формата, лезгинско-русский академический словарь. Этот словарь будет завершен, наверное, в следующем году. Я хочу пожелать вашему району, этому замечательному району, прекрасным людям, чтобы вы продолжили те традиции, которые были заложены в трудах Гасана Эфенди Алкадари. Его творчество настолько ценно, настолько укоренено, что одно из писем, которое он в свое время написал унтер-офицеру царской армии Мамеду Забекову, в устной передаче старики запоминали от старших, младшим передавали, и мне это письмо в свое время Талыбов Дауд Алибалоглы прочел, он 1922 года рождения, но не покойный. Я записала на магнитофон, еще тогда были такие бобины, лет 20 назад, и первая моя научная публикация была связана как раз с этим письмом, которое в устной передаче мне досталось. И это по-настоящему его действительно и помнят, и любят, и человек настолько из широких познаний, и настоящий ученый-энциклопедист. И мне кажется, немаловажный тот факт, что именно ему, Гасану Эфенди, в свое время доверили прочесть хутбу о религиозной веротерпимости в Баку, в соборной мечети перед собранием более 1500 представителей мусульман. Этот сам по себе факт о многом говорит. Действительно, этот человек оставил неизгладимый след. И в Дербенте об этом помнят и ценят. И мы счастливы, что наш дорогой Амбрежзавич, что вы его потомок. Я счастлива тем, что вы такую огромную роль сыграли и в моем творчестве, в моей деятельности. Вам здоровья, всем тем, кто сегодня вот этот великолепный праздник для нас всех организовал, за то, что так смогли бережно воссоздать его творчество, с такой любовью это передать и сохранить, вот как свечу на ветру, вот так вот в ладошках. И вот такая чудная погода, это тоже знамение, показатель того, что память об этом человеке, и то, что мы смогли посетить его усыпальницу, прочесть там дуа, вспомнить о нем, наверное, это незабываемо. Спасибо всем огромное.